В последнее время в ингушских пабликах все чаще обсуждают тему домашнего насилия по отношению к женщинам и детям. Согласно статистике, в 90% случаев жертвами насилия становятся именно женщины. Тут играет свою роль и финансовая зависимость от мужчины. Жертве попросту некуда деваться от деспота. Ну и, конечно, безразличие родственников и окружающих. Проблема еще в том, что большинство женщин не обращаются в правоохранительные органы, не хотят выносить ссоры из избы. Такого понятия, как домашнее насилие, в российском законодательстве нет. Есть истязания, побои, избиения, угроза убийством. Лица, которые совершают указанные правонарушения, в основной своей массе старше 30 лет, не занятые никакой общественно полезной деятельностью, злоупотребляющими спиртными напитками или потребляющие наркотические средства. Отличаются повышенным уровнем рецидива. Специалисты утверждают, в семье, где наблюдаются психологическое и физическое насилие, так называемые психотравмы, есть и у абьюзера, и у жертвы. Корень проблемы в детстве, когда оба партнера принимают модель поведения одного из родителей. Отец уже выпивал, на тот момент шла 3-я бутылка водки. Ему что-то не понравилось, и он начал просто беспричинно избивать маму. Мне на тот момент было 4 годика. Я наблюдала эту картину. Потом он взял нож, сказал, что я тебя сейчас зарежу, молись. Я плакала, кричала, просила, не убивай мою маму, не надо. Отталкивала его. Постоянное напряжение, желание закопать свои чувства, чтобы не вызвать очередную бурю недовольства, казалось бы, близкого человека. В таком тонусе многие женщины живут годами. Тут и страх перед тираном, и стыд перед обществом. К тому же обычно такие мужчины скрываются под маской обаятельного тихони, либо примерного семьянина. Обидно даже. Нужно воспитывать это в любом случае с пеленок. Как ведут себя родители, так и дети. Если родители, конечно, дома ругаются, я не знаю, бьют друг друга, конечно, это у ребенка откладывается в голове. Однако в интернете, да и в жизни нередко можно встретить тех, кто находит оправдание преступнику. По их мнению, иногда даже полезно поднять руку на женщину или ребенка. Так, для профилактики. Есть и те, кто считает, что жертва могла как-то спровоцировать абьюзера. По мнению психологов, это защитная реакция. Такие люди верят в теорию справедливого мира. За этим стоит желание контролировать свою жизнь. И желание себя защитить от этого насилия. Типа я-то так никогда не сделаю, конечно. И значит меня это не коснется. Да, то есть логика такая. Если я себя веду определенным, понятным способом, последовательно делаю какие-то правильные действия, то со мной не произойдет этой ситуации. Но это ж неправда. Абсолютно неправда. Бороться с проблемой семейного насилия возможно лишь в комплексе, уверены психологи. Это, во-первых, общественное порицание в сторону тирана и правовая грамотность. Большинство жертв не знают о своих правах. Отметить, что бездействие потерпевших по сообщению о факте семейного насилия может повлечь за собой более тяжкие последствия, вплоть до совершения дебоширом преступления в отношении проживающих с ним членов семьи, женщин, детей, престарелых и инвалидов. В этом случае домашнего дебошира ожидают и уголовная ответственность. Каждое сообщение о факте семейного насилия подлежат проверке полицией и административными комиссиями. Если эти органы не принимают соответствующих мер, чтобы привлечь преступника к ответственности, следует незамедлительно обратиться в прокуратуру. Хава Газикова, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.